Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников, и со мной вместе в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шежере». Здравствуйте. Здравствуйте. Предлагаю сегодня сделать программу чуть более общую, чем мы делаем обычно, говорить не о конкретном роде, а все-таки о тех связях, которые были между родами, о том, с чем они как общность сталкивались в Средневековье и позднем Средневековье. Давайте так это, наверное, сформулируем. Вы несколько раз упоминали такой термин «башкирская полития». А что под ним вы имеете в виду? И есть ли какая-то разница во взглядах разных ученых на этот термин? Автором этого понятия башкирской политии является наш замечательный историк, доктор исторических наук Булат Ахмерович Азнабаев. Полития – это любая политическая организация, начиная, допустим, от какого-то племени, вождества какого-то, вплоть до империи, до любого образования государственного типа. Да? Все это полития. Потому что нету до сих пор устоявшегося определения, что такое государство, например. Или, например, более такой тонкий вопрос, а были ли государства, можно ли назвать государство кочевников, гуннов, тюрков, та же Золотая Орда, можно ли вообще назвать их государствами, понимаете? Потому что существует такой европоцентристский взгляд, что государство обязательно должно быть облагаемое налогом какое-то земледельческое оседлое население, должны быть чиновники, соответственно, какая-то бюрократия и так далее, и так далее. Да? То есть во многих государствах всего этого не то, чтобы не было, но все было довольно-таки так просто. Да? И способ производства, как они, то или иное общество зарабатывало, себе на хлеб насущный. Единой точки зрения нету, и поэтому очень удачно, я считаю, это само слово «полития», и потом уже применимо к башкирскому обществу, башкирской политии. Успех той или иной научной теории во многом зависит от научного аппарата, насколько он удачен, терминологии и так далее. Удачная эта вещь помогает описать всю эту ситуацию. Я предлагаю тогда сначала зачитать определение слова «полития» из политического словаря. Политическая организация того или иного общества. Полития может обозначать либо данное государство, всю совокупность граждан конкретной страны, либо совокупность институциональных форм и процессов, посредством которых осуществляется управление данной страной. Понятие политии может быть отнесено и к высокоорганизованной государственности, как Соединенные Штаты, например, и к весьма примитивному обществу, где едва обозначились контуры признанной политической власти. В широком смысле полития – другое наименование политической системы. Когда мы говорим «башкирская полития», мы хотим обозначить политическую систему, которая здесь была, на территории современного Башкортостана, или мы подразумеваем какую-то общность, когда говорим о башкирской политии? Естественно, мы говорим об общности, у которой тоже есть своя, политическая какая-то организация. Мало того, у башкирского общества была своя военная организация, независимая, так скажем, от вооруженных сил России, если мы говорим о России. И также в ордынский период своя военная организация, которая насчитывала очень много столетий. Башкирская полития, как раз это почему мы говорим о башкирской политии, потому что башкирское общество в себя всегда, по всем документам мы видим это, выступало как некий политический субъект. Почему мы говорим, допустим, о русском периоде? Потому что больше всего документов сохранилось. Обращаясь в отношениях с русским царем всегда, мы башкирский народ от лица, то есть не так какой-то Салават Хамидуллин пишет царю, а именно мы есть башкирский народ. Представители, которые от лица всего народа выступали. То есть мы здесь говорим, что именно это и есть. У них была политическая субъектность, была башкирская полития. В источниках много можно вычленить разных таких атрибутов этой башкирской политии. Если мы говорим о их устройстве, в том числе, политии этой, насколько влияние религии там было сильно, или там скорее были другие традиционные инструменты? Нет, религия она была, она только слишком выпячивать тоже не надо, это просто такой один из институтов, скажем, традиционных составляющих. Любая монотеистическая религия на определенном этапе любого, наверное, государства, любого народа представляла собой такую цементирующую силу, какую-то силу, укрепляющую единоначалие в государстве какое-то. Не то, что единоначалие, консенсус относительно того, какой должна быть система верования. Система верования – это тоже часть любой, идеологии, то есть такой факт. Если в башкирскую политию входили иноверцы, например, калмыки, буддисты, то есть обязательным условием было вхождение в башкирскую политию принятие ислама. Допустим, в башкирской политии не только они, допустим, у меня попадались несколько документов, когда немцы допустим, были. В одной из программ мы, в общем, и говорили, что и русские были там,
и другие народы Северной Европы, да, и скандинавы доходили сюда, и оставались здесь жить, и тоже входили в эту политику. Да. Вот. Но это слишком древнее, там, значит, скандинавы. Мы, когда говорим, я думаю, это вообще там раннее Средневековье, то есть об этом периоде мы ничего положительного сказать не можем, то есть конкретно. То есть, по документам мы видим, в документах у меня и евреи попадались, значит, там еврей магометанин, допустим, там такой-то, такой-то. То есть он входит в башкирское общество, и, соответственно, он должен принимать те религиозные установки и так далее, которые здесь существовали. Да, наверное, надо сказать, что если мы говорим о древнем мире, если мы говорим о раннем Средневековье, надо понять, что Южный Урал – это перекресток для такого количества народов, кочевых народов, что они не могли не оставить здесь и свой след, и не могли не остаться частично здесь в том числе. Но вот если мы говорим о позднем Средневековье, да, если мы говорим о периоде Золотой Орды, например, понятно, что эта территория была, скажем так, зоной влияния, зоной интереса Золотой Орды. Насколько Золотая Орда была здесь представлена какими-то своими административными центрами, если хотите, управленческими структурами? Или мы не можем об этом говорить, ничего конкретного? Нет, почему? Мы можем говорить. Конечно, по периоду Золотой Орды документов осталось, вернее, известий, там, письменных и так далее, не так много. Персидские авторы, есть, значит, упоминания венгерских авторов, о которых мы много раз говорили. Вот тот же Иоганн Венгр, да, который приехал в Башкирию в начале XIV века до 1320 года. Ну, допустим, его вот этот доклад знаменитый 1320 года, когда он приезжает в Башкирию и говорит: о государе всей Баскардии мы нашли совершенно зараженным сарацинским заблуждением. Вот мы здесь видим, что здесь есть какой-то правитель. Оказывается, был у башкир, значит, государь всей Баскардии. Да? Потом есть и другие известия. Но вот это интересное, значит, известие. Потом уже в период 16-17 веков мы не видим здесь никаких государей. Сменилась вот эта башкирская политика, превратилась, значит, из вертикально организованной с государем во главе в горизонтально ориентированную, когда уже мы не видим никаких государей, а есть, значит, главы башкирских кланов. Их называли ага, вот эти все аги, или потом в переводе на русский уже манер старшины, вот, или там лучшие люди, там по-разному их называли. Вот этот интересный вопрос, когда вот это произошло. То есть мы можем гадать, мы обычно связываем с централизаторской политикой Узбек-хана. Он начал централизацию, и что ему стоило, так скажем, да, здесь упразднить местную династию? Да ничего не стоило. Допустим, на Руси он этого не делал. Там, как остался, Русь во главе со своими князьями. Так удобнее даже, да? Так... Если ты не находишься на территории постоянно, то тебе удобнее. Да, Русь, это, естественно, это было неизмеримо большее политическое образование, чем Башкирия. Естественно, там это все не удалось сделать. А вот в Башкирии, допустим, там в Мордовии, у Мордовии тоже были свои князья. И вот потом они тоже пропадают куда-то, так ведь? Ну, и во многих местах вот какая-то, видимо, вот такая централизаторская политика Узбек-хана была. Вот. И о том времени у нас сказание, да, Кыса и Чингисхан, который входит в состав сборника «Дафтар и Чингизнаме». Ученые гадают, когда оно было написано, оно интересно, вот это сказание, с той точки зрения, что оно отражало вот этот башкирский политический миф. У каждого народа есть свой политический миф, вы знаете, да? Он всегда же это скорее как легенда в карте, да? Вот, то есть это вот объяснение, почему так. Да, это просто вот некий образ, да, вот, который там отражает архетип там, того или иного народа. Во-первых, политические мифы могут быть противоречивыми, да, и они могут даже быть на счетах у разных групп. Например, призвание варягов. Это вот тоже политический миф. Это не политический миф, это же история. Это же, нет, да, но кто-то говорит, что это... Что мы там сами ничего не можем, да, кто-то, там, да, куда так нам это там подает. Например, да? А кто-то говорит, что это вообще это придуманное, это такого не было и так далее. Ну да, это тоже можно сказать. Один из политических мифов, но есть такие магистральные, там, центральные мифы, допустим. Третий Рим. Вот это да. Вот это самый замечательный политический миф. Третий Рим. Видите, это сами себе мы придумали. Монах Филофей сказал, вот Византийская империя пала, вот Россия теперь Третий Рим. Первый Отличный Рим – это Рим, второй – это Константинополь, а вот Москва – это Третий Рим, а четвертому не бывать. Да. Формально ведь никто не объявлял, значит, Москву Третьим Римом. Но вот это сами русские люди это все, значит, домыслили, что вот наследники, продолжатели всего. Также и у башкир был свой миф. А в чем он заключается? Вот там сказание состоит из того, что молодой Чингисхан, еще и он не хан, никто, вот его, значит, преследуют его братья, хотят его убить. Это как раз вот отголоски реальных исторических событий, отраженный в монгольских преданиях, где, значит, он в молодости Чингисхану много приходилось быть в роли преследуемого, и вот приходят башкирские беи,
Майкы бии, там, Табынский, там, то-то, значит, перечисляются все вот эти бии, и предлагают Чингисхану свою помощь. И спасает его от братьев, и поднимает ханом. Значит. И идеология какая? Это мы Чингисхана сделали ханом, так понимаете, да? То есть вот это политический миф. И за это Чингисхан нам даровал землю, вот эти атрибуты власти. И вообще без власти родовых башкирских вождей никакая власть здесь, в общем-то, не состоится. Вот политический миф. Он отлично отражает вот как раз эту ситуацию, которая уже сложилась после упразднения вот этой вертикали власти в Башкирии, да, после вот этого государя всей Баскардии. Попытаюсь перевести это все, да, или заставить вас перевести на общепонятный исторический язык, потому что, как ни крути, но история в школе, история России, то, как мы ее все учили и в советское время, и в постсоветское время, она очень москвоцентрична. И мы даже иногда не можем соотнести события, которые мы, опять же, в школе учили по истории средних веков в Европе, да, и события, например, в Киевской Руси, или события там в Москве уже, или события в Петербурге там, и в новое время. Вот давайте попробуем как раз соотнести некоторые вещи. Период Золотой Орды, о котором мы сегодня говорим, в том числе, период Золотой Орды для русских княжеств, для русских князей, он чем характеризуется? Там есть централизованная власть. Она была и до Золотой Орды, да, она была до прихода татар, то, что мы называем татарами. Да? Так вот, они для централизованной власти должны были приехать куда-то, получить ярлык на княжение, вернуться, и, по сути, князь был представителем, одобренным представителем Золотой Орды. Правильно ли я понимаю, что отсутствие как раз на момент, когда Золотая Орда, в том числе и эти территории контролирует, территории современного Башкортостана, нет никакого князя, нет никакого наместника, нет никакого присланного сюда представителя Золотой Орды, который управляет этой территорией, а все строится на каких-то других законах? Нет, там немножко не так было. Дело в том, что и на Руси то же самое. Были баскаки и дороги, которые посылались на Русь, и которые, в общем-то, полпреда федерального округа там над душой... Там, надзиратели сидели, значит, вот. Там тоже все это под контролем монголов. Собирали налоги, контролировали сбор налогов. Да, в Башкирии то же самое. Сначала же, мы говорим, был государь всей Баскардии, потом он куда-то пропадает. Вот. И уже у Иоганнки Венгра он так и пишет, что в Башкирии находятся монгольские судьи. То есть, как раз вот эти баскаки и дороги и так далее. Они тоже здесь все это дело контролируют, естественно. Что хорошо было, они не вмешивались во внутреннюю жизнь. Ни Руси не вмешивались, ни в Башкирии то же самое. Значит. Спорный вопрос по поводу того, что они не вмешивались во внутреннюю жизнь, потому что, там, лучших ремесленников, лучших представителей брали на работу. Может, понятно, а что сейчас не берут, допустим, там, значит, сами экономические условия вынуждают наших там людей на север ехать, понимаете? Тогда, может быть, просто было по команде хана, сейчас они сами едут. Да. То есть, это всегда это было, тут ничего нового нету. Почему я так много уделяю этому внимания? Потому что вот вы упомянули в самом начале программы профессора, доктора исторических наук Азнабаева. Он в одной из своих работ как раз утверждает, что то ли до Золотой Орды, то ли во время Золотой Орды, но во время Золотой Орды мы можем это зафиксировать, возникает традиция особого экстерриториального управления этой территорией. То есть территория живет как по каким-то своим законам, и здесь нет никакого человека на территории вот непосредственно, к которому можно было бы приехать, и его мнение было бы последним. И так сложилось и после влияния Золотой Орды, вот уже в случае, когда было присоединение к государству, да, к российскому государству, назовем это так, там ведь тоже так получилось, что не было никакого лица на территории этой одного лица, к которому можно было бы приехать, и его слово было бы последним. Ну вот, я же как раз и говорил, когда вот этот государь всей Баскардии, значит, пропадает куда-то, возникает уже горизонтально, да, интегрированная система родов, и здесь уже, так скажем, почему не с кого было взять, и вот еще этот Апраксин во время подавления башкирского одной из восстаний, этот сподвижник Петра, он писал: народ, говорит, безглавный, не за кого взять, говорит, хотя бы как на Дону атаманы. Даже, говорит, не с кого взять, не с кого спросить. Вот, все решалось вот на общенациональном каком-то съезде, да, и то, какие, значит, вопросы, такие глобального характера, поднимать восстание, не поднимать, там, идти в поход, не идти. А так, конкретно все, каждый глава отвечает только за свой клан, и все. Это вот как раз... За несколько тысяч человек. Ну, несколько тысяч человек, там, несколько десятков, значит, глав кланов. Вот. И каждый отвечает за свой. И часто они действуют сепаратно. Значит, один говорит, там, мы хотим так, другие говорят, мы так. То есть, на самом деле... Мы будем за сибирского хана, мы будем за того. Да, абсолютно такая, в общем-то, демократия. Никто не мог никого что-либо заставить сделать против его воли. На самом деле, это очень важная вещь. Вот мы говорим об этом как о каком-то... Ну, вот просто особенность такая. На самом деле, это особенность, которая, наверное,
наверное, повлияло на жизнь этой территории, этого народа вплоть до сегодняшнего дня, потому что именно тогда легитимность правителя для башкир начала ассоциироваться с его удаленностью с территорией. То есть получается так, что, грубо говоря, настоящий какой-то правитель один может находиться только за территорией Башкирии, он не может быть один из нас. Он может быть какой-то удаленный где-то. Ну, понятное дело, то есть, допустим, в каких-то кочевых сообществах тюркских империй всегда поднимается один какой-то род и начинает всех, так сказать, под себя подминать. Здесь это было невозможно. Допустим, захотели бы условные там бурзяне, да, им сказали, на каком основании, кто вы такие. Поэтому всегда нужна была какая-то наднациональная структура, которая, в общем-то, выполняла роль какого-то арбитра. Вот как раз вот после ликвидации, собственно, значит, вот этой династии правителей. Вот. Но самое главное, и вот в чем дело-то. Допустим, мы опять можем вот более предметно говорить уже о русском периоде, когда башкиры вошли в состав русского государства, и уже к XVIII веку мы знаем, сначала это дело начал Иван Грозный, потом другие цари, уничтожать всех вотчинников у себя в московском государстве, превращает государство в свою вотчину. И уже к XVIII веку русский царь стал крупнейшим русским вотчинником. Так, а других вотчинников внутри государства не осталось, кроме башкир. Вот. И они, почему у них было очень высокое о себе мнение, потому что вот царь вотчинник, и мы вотчинники. Соответственно, значит, подданство в Башкирии было русскому царю, оно не было безусловным, оно было договорным. Не случайно, вот я не устаю повторять, всегда при смене российского монарха башкирские, значит, посольство приезжало в Москву, а потом под конец уже в Питер, где вот оно присягало конкретному царю, не русскому государству, не российскому государству. Конкретному царю, да. А царю. Потом уже Петр начал вводить другую политическую идею. Вы не мои подданные, вы подданные государства. Неважно, кто здесь, значит. Вы подданные государства. И потом вот, значит, переподчинил Башкирию Казанской губернии, начал нарезать, создавать в России губернии, типовые губернии, унифицированные абсолютно, вот, без всяких каких-то особенностей. И вот это что вызвало? Когда он подчинил Башкирию Казанской губернии, вспыхнуло вот это самое знаменитое восстание Алдаровщины. Да, и как раз именно к этому времени относится то высказывание, которое вы говорили. То есть мы это фиксируем не только там в позднем Средневековье, но и в начале нового времени, да, но и в новом времени мы фиксируем, что это остается точно так же. Это абсолютно, нет никакого единого лидера, даже если это есть, даже если какое-то восстание, нет никакого лидера, с которым можно договориться за всех. За всех нужно с каждым договориться по отдельности. С каждым отдельности. Это какая-то вот иллюзия, значит, и одного лидера она возникла вот во время Алдаровщины, когда, ну, безусловно, лидером был Алдар Асикеев, и он мог сказать, там, ну, по крайней мере, за значительную часть народа, но, опять же, не за всех. Там многие, там, скажем, встали к нему вот в оппозицию. Многих интересует вопрос, почему башкиры выступили в 17 году, там, во время гражданской войны на стороне белого движения. Очень просто объясняют. Вот, говорит, ликвидировали, значит, вот это их вотчинное право, декрет о земле, и вот они поднялись. Что было тогда для башкиров вотчинное право? Земля. Что там, они какие-то капиталисты были? Да нет, там из них капиталисты, в общем-то, никакие. Они просто вот эту землю держали, потому что, чтобы вот наслаждаться, так скажем, понимаете? То есть, это немножко другое, сакральное немножко отношение к земле, священное. И вот, когда большевики туда-сюда, и вот весь их привычный мир обрушился, и, естественно, значит, монархия, вот зауральские башкиры были все монархисты. Для многих вот монархия стала вот олицетворением сохранения каких-то вот прежних понятных отношений. Ну, давайте только отметим, что, как всегда, да, любое обобщение, оно будет хромать, потому что если мы возьмем тот же 18 век, мы с вами как раз говорили, были отдельные представители родов, а иногда и целые рода, которые себя считали, ну, скажем так, большими государственниками, чем другие башкирские рода, и с большим там удовольствием, скажем так, да, или с большим желанием принимали ту систему, которую как раз предлагало российское государство новую, да, служить государству, а не государю. Ну что ж, у нас закончилось время сегодня. Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях был Сават Хамидуллин. Мы, в общем, говорили о башкирской политии, что это такое, как явление, как это все зарождалось во времена Золотой Орды, и, соответственно, как это потом начало работать уже как часть Российской империи. Давайте так это назовем. Спасибо. До свидания. До свидания.